Сегодня предстоит обсудить много вопросов, отметил Рауль Хаджимба, приветствуя Александра Хлопонина. Президент выразил уверенность, что мероприятия, которые были запланированы на этот год в рамках инвестпрограммы, будут завершены. Те мероприятия, которые были заложены на этот год, достаточно активно выполняются, и надеюсь на то, что к концу года все эти запланированные задачи, которые были нацелены на то, чтобы выполнить инвестпрограмму, будут завершены. Как отметил Хлопонин, совместная работа с правительством Республики Абхазия не вызывает нареканий. Запланирована реализация более 100 мероприятий. 85 объектов уже введены в эксплуатацию. Александр Хлопонин также отметил, что задачи, которые были поставлены после встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина, контролируются и решаются. Мы сегодня подведем определенные итоги. Есть задачи, которые были поставлены после вашей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Все эти вопросы находятся на контроле. Мы сегодня их еще детально обсудим, их реализацию. У нас нет никаких сомнений. Как раз по дороге ехали, видели, как у нас как раз реализуются все вот эти экстренные мероприятия, которые были связаны с оползневыми проблемами. Здесь сейчас это завершается. Мы видим в финальной практически стадии. У нас полное взаимодействие и понимание с моим коллегой, с представителем правительства, поэтому команды работают, все поручения будут выполнены. Затем президент провел совещание с членами межправительственной комиссии. Рауль Хаджимба выразил благодарность российской стороне за внимание и поддержку, которые оказываются Абхазии. Те объемы средств, которые предоставлены республике, дадут больше возможностей для развития страны, отметил глава государства. Все это способствует становлению экономики, развитию социальной сферы. Президент также обратил внимание членов межправкомиссии на возможность создания целевых программ, которые позволят в будущем более эффективно использовать уникальный климат и ресурсы Абхазии в сфере развития курортологии. Хотел бы отметить, да, эти мероприятия, конечно, важны, и они способствуют становлению нашей экономики, развитию социальной сферы. Но на перспективу, если это будет таким образом возможно, решать задачи, направленные на более узкие направления деятельности, целевые программы, которые позволили бы активизировать наши усилия на задачи решения, связанные с темой курортологии. Абхазия является туристической, курортологической страной, у которой есть колоссальные ресурсы. Сегодня, насколько мне известно, в России нет практически реабилитационных центров, которые могли бы способствовать, предположим, становлению здоровья людей, которые могли бы активно заниматься этим процессом. Абхазия готова в этом направлении работать. И если такие возможности будут предоставлены, если такие решения будут приняты, я не сомневаюсь в том, что это было бы полезно для обоих государств. Тема, я думаю, подлежит обсуждению и с руководством Российской Федерации. Я смогу донести и надеюсь на эту поддержку. Александр Хлопонин поблагодарил за теплый прием, который всегда оказывает абхазская сторона, и отметил, что проделана огромная работа по корректировке программы и выверке всех цифр и расчетов. Межправкомиссия – это итог большой совместной работы с правительством Республики Абхазия, подчеркнул он. Александр Хлопонин также выразил убежденность, что Абхазия, развивая курортологию, может занять важное место в международном пространстве в этом направлении. Этот год, 2017 год, уже мы даже налицо видим колоссальные изменения, которые происходят в республике. Это начиная от инфраструктурных объектов, социальных объектов. Объем ввода в эксплуатацию количества объектов, он действительно идет там семимильными шагами. И здесь, безусловно, качество работ значительно меняется. Это большая заслуга правительства республики, которое активно работает по всем этим направлениям. Около 85 объектов мы в этом году завершим. Это действительно большой такой серьезный прорыв. Но еще раз говорю, что мы каждый раз, когда встречаемся в рамках правкомиссии, мы вроде как бы подводим итоги той работы, но уже всегда смотрим на перспективы и думаем о завтрашнем дне. У нас нет сомнений в том, что Республика Абхазия – это уникальная территория с уникальными возможностями. И действительно, как вы сказали, это развитие курортологии и то, что как бы это возможно, и то, что республика должна занять важное место как бы в международном пространстве именно в этом направлении, мы готовы в этом направлении сотрудничать и работать. Текущие вопросы, которые, скажем, у нас есть и по резервному фонду, я думаю, что мы это все сейчас обговорим, не вижу никаких сомнений, тем более, что сегодня мне
По дороге даже Беслан Константинович показывал те объекты реконструкции, которые были выполнены в значительном объеме и уже фундаментально, не лишь бы, как раньше это было, там дырки мы залатали, а это уже серьезные гидротехнические сооружения, которые не допустят в будущем вот такого рода чрезвычайных ситуаций. Поэтому я думаю, что все вопросы, которые здесь обозначены, у нас сегодня в повестке, мы их обговорим и будем двигаться дальше. После совещания состоялось очередное 16-е заседание Межправкомиссии с участием членов правительства Республики Абхазия. Были обсуждены вопросы реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы, а также вопросы текущего финансирования. Как сообщил вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сериков, в 2017 году финансовая помощь от Российской Федерации поступила в Абхазию в объеме 2 миллиарда 395 миллионов рублей, что соответствует 90% от лимита, предусмотренного на текущий год. Кроме того, по информации Министерства финансов, образовались остатки финансовых средств в размере 1 миллиона 300 миллионов рублей, предоставленных России на реализацию проекта, связанного с внедрением казначейской системы. Эти средства предложено внести в резервный фонд президента. По итогам заседания Межправкомиссии был подписан протокол. Подписи под документом поставили председатели комиссии с абхазской и российской сторон Беслан Барцыц и Александр Хлопонин. Мы обсудили целый ряд вопросов, которые касались и реализации исполнения текущего года, лимитов текущего года в рамках инвестпрограммы 17-19. Прежде всего мы закрепили вопрос увеличения резервного фонда президента. Дополнительно порядка 150 миллионов будет направлено в резервный фонд президента, который пойдет на ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий, которые произошло. Это и взрыв на складе боеприпасов, это и стихийные бедствия, и ряд других вопросов, которые были актуальны сегодня на повестке российско-абхазских отношений. По всем вопросам мы нашли полное взаимопонимание и поддержку со стороны российских коллег. Могу подтвердить, что со стороны Российской Федерации все обязательства, которые были взяты на себя в плане финансирования, были выполнены в полном объеме. Я могу сказать, что такого количества объектов, которые в рамках реализации программы в этом году введено, я думаю, что у нас давно мы так, скажем, эффективно и качественно не работали. Я хочу поблагодарить в лице Беслана Константиновича правительства Республики Абхазия за столь эффективную работу и активное взаимодействие. И с своей стороны еще раз хочу сказать, что у нас же сегодня была и закрытая часть нашей встречи с президентом, и огромные слова благодарности Ром Джунковичу действительно за то, что мы уже смотрим завтрашний день. И мы говорим, что да, мы говорим о том, что социальные объекты очень важны и будем заниматься, но мы уже приступаем к подготовке такой действительно серьезной программы, связанной с инвестицией уже скажем, в проекты. То есть наступает период, когда мы должны заниматься проектным финансированием и действительно создавать здесь действительно привлекать инвестиции, создавать здесь инвестиционно привлекательную структуру. Для этого потребуется очень большая плодотворная работа наших команд. Я думаю, что мы с успехом с этой задачей справимся. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.